Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 7 августа 2020 года. Посмотрим, какой будет день. Итак, у нас карта дня, девятка пиковая. Что будет помогать? Что будет мешать? 3 карты на отношения, 3 карты на работу и 2 карты на финансы. Карта на итог дня. Будем подсказывать из маг карт. Итак, у нас девятка пиковая выпадает, карта, которая говорит о том, что сегодня у нас день очень стабильный, день, когда, может быть, мы в каких-то надежных условиях находимся, в стабильности, да, то есть это и касается настроения нашего, и материального положения, и, в общем, любых дел в работе, в отношениях, да. Смотрите, очень сложно сдвинуться с места, да, вот на что-то новое себя направить. Вот такой день, знаете, вот когда хочется просто, может быть, закрепиться на том результате, который уже есть. Или, может быть, хочется вот вообще отдохнуть, полежать, любую минуту использовать для того, чтобы как-то собрать силы, накопить силы, да. Также карта говорит о том, что могут какие-то дальние цели сбываться. Ну, то есть цели, которые вы ставили давно-давно. И вот сегодня вдруг они проявятся, да, то есть как-то вы поймете, что вы достигли того, чего давно хотели. Может быть, сегодня потребуется проявить настойчивость, стоять на своем, да, вот именно вот если для вас что-то важно сегодня, да, это нужно как-то закрепить, поддержать, защитить и так далее. Может быть, знаете, вас хотят, ну, другие люди, допустим, да, вас хотят склонить к какой-то сделке, да, или, может быть, какие-то предлагают вам условия новые какие-то, да, то есть сегодня лучше все-таки ничего не менять, сегодня лучше вот быть в том, что уже есть у нас. Что здесь вот может быть еще важного? Здесь может быть, знаете, может быть такое вот ощущение своего профессионализма, да, вот когда мы действительно чего-то стоим, и мы это чувствуем, да, что вот я эксперт, у меня есть престиж, у меня есть добрая слава, вот может быть такие моменты в течение дня, когда мы будем это чувствовать. Сегодня хорошо, чтобы нас было заметно, видно, да, чтобы мы, может быть, что-то возглавляли, да, или, может быть, чтобы вот мы статусом своим как-то гордились, тоже его как-то вот выставляли на всеобщее обозрение, да, вот хорошо сегодня как-то покрасоваться, показать себя. Хорошее время для того, чтобы, может быть, советоваться в каких-то важных для нас вещах с людьми, которые вот имеют такой статус, имеют какое-то положение в обществе. Хорошее время для того, чтобы, знаете, побеждать в суде, да, или привлекать людей, которые могут нам в этом помочь. Хорошее время для того, чтобы быть пунктуальным, да, то есть хороший день. Сегодня желательно это делать, чтобы все было у нас по часам, желательно, чтобы было по плану, расписано, возможно, да, и вот чтобы мы старались нигде не опаздывать, чтобы у нас вот какие внутренние часы такие могут работать, да, и вот у нас может получаться везде приходить вовремя. Хорошая, кстати, карта для недвижимости, да, но недвижимость, которая не строящаяся, да, вот не та, которая вот только сдана, а недвижимость, которая уже давно построена. Вот ее здесь хорошо рекламировать, хорошо как-то преподносить вот с лучшей стороны, да. Если вы продаете такую недвижимость, то вот очень хорошее время, чтобы предложить ее покупателям. Если же вы покупаете, то тогда вот сегодня лучше смотреть не новое жилье, а то, которое вот уже давно стоит. Что еще важно? Важно, может быть, с родителями решить какой-то вопрос, с бабушками, дедушками. Что будет помогать? Будет помогать Джокер. То есть какая-то легкость, свобода, может быть,
знаете, вот мы что-то имеем, да, это для нас важно, но мы к этому не привязываемся. Вот это тоже будет сегодня играть нам на руку. А также карта говорит о том, что сегодня желательно смотреть на то, что у нас есть, с радостью и с благодарностью. Вот как будто бы новыми глазами посмотреть на свою жизнь и быть вот таким благодарным за то, что мы уже имеем. Что будет мешать? Восьмерка пиковая. Будет мешать как бы подстраивание под других людей. Может быть, когда на нас влияет чужое мнение, да. В общем, знаете, лучше сегодня вот центром себя, стать центром себя, да, и не зависеть от других людей. Вот это лучше всего будет. В отношениях у нас для тех, кто в поиске партнера, выпадает дама червовая. Здесь могут быть какие-то перемены, скорее всего, здесь родственники или друзья могут вас познакомить с человеком, который, может быть, недавно появился в их окружении, да, или, может быть, человек, который вот приехал откуда-то издалека. А для тех, у кого уже есть пара, семерка трефовая, карта говорит о том, что у вас могут быть какие-то сложные отношения. Может быть, знаете, тысячи мелочей, которые вас отвлекают друг от друга, да, и у вас даже из-за этого может портиться настроение, или, может быть, допустим, не хватает денег, да, не хватает чего-то важного для жизни, и вот из-за этого тоже могут быть какие-то неприятности между вами, да, или очень много работы просто. Вы работаете, да, работаете, конца края не видно. Но вот эта карта говорит о том, что лучше всего работать вместе. Тогда, во-первых, быстрее решатся вот эти сложности, которые навалились, да, во-вторых, ну, работа объединяет, да. Давайте посмотрим дополнительную карту. Да, вот, скорее всего, настолько привыкли вы уже к тому, что вы вместе, да, настолько вы привыкли к каким-то хлопотам, заботам, что забыли уже смотреть друг на друга с романтической какой-то точки зрения. Не, может быть, перестали доверять партнеру, да, или, может быть, перестали мечтать о чем-то таком важном, хорошем, да, вот, может быть, это сегодня подняло бы настроение, да, может быть, это сегодня настроило как-то поведение ваше. В общем, карта, когда лучше попробовать переключиться в отношениях, да, на что-то такое романтическое, да, чтобы замечать в близком человеке что-то хорошее, может быть, оценить то, что он нам дает, да, и понять, что мы как раз этого-то и хотели, то есть это и были наши мечты, то есть наш партнер это как наша сбывшаяся мечта давняя, да, и вот оценить это в нем, и тогда вот эти сложные времена, они как бы отступят, да. А теперь давайте посмотрим, что ждет тех, кто в ссоре. Девятка трефовая. Карта говорит о том, что здесь могут быть, может быть, знаете, у вас ссора получилась из-за того, что ваш партнер уделяет вам мало внимания, да, говорит о том, что он все время занят на работе. Так вот, так это и есть на самом деле. То есть он не обманывает. Он действительно очень занят, и ему действительно сложно сейчас уделять вам какое-то внимание. Поэтому вот не переживайте, что это вас как-то касается. Вот если у вас такая проблема, да, то вот можете успокоиться, да, и здесь перемирие возможно. Если же вот девятка трефовая показывает какое-то предательство, показывает какой-то обман, манипуляции, да, то вот тогда нужно задуматься, нужен ли вам этот человек. Давайте посмотрим. Но карта говорит о том, что, скорее всего, никакого предательства нет. Может быть, действительно вам это, ну, показалось, не то, что показалось, как-то не с той стороны, да, вы думаете. То есть все равно здесь ваш партнер, он как бы ничего такого серьезного, плохого для вас не хотел, да, если даже что-то получилось, то это было все случайно, то есть нет повода для расторжения отношений, да, нет повода для ссоры, нужно помириться и договориться. Работа. Для тех, кто в поиске работы, восьмерка червовая выпадает. Здесь либо работу удаленную предлагают, может быть, на дому, да,
либо рядом с домом, или, может быть, это работа, которая вот вас включает эмоционально, может быть, творческая какая-то работа. Может быть, это работа, которая будет давать вам удовлетворение, да, какие-то эмоции будете получать от нее. Для тех, у кого уже есть работа, десятка пиковая, у вас перемены какие-то, но вот смотрите, перемены, которые назревают, да, то есть, может быть, о них говорят сегодня, то есть пока еще по сути ничего не меняется, да, но вас предупреждают, что в ближайшее время все изменится, может быть, как-то будете по-другому распорядок свой дня выстраивать, да, или, может быть, будете по-другому работать с клиентами, или, может быть, придет новое начальство через какое-то время, да. В общем, в любом случае здесь какие-то перемены. Или вам говорят о новом предприятии, каком-то новом проекте, да, в котором вы можете поучаствовать, показать себя. И вот, знаете, может такое быть, что от вас потребуется какая-то настойчивость. Допустим, этот проект предлагается, да, и есть несколько претендентов, которые могут его выполнять. Вот нужно проявить себя, нужно проявить настойчивость для того, чтобы это именно вам досталось. Но в любом случае это карта хорошая, да, это карта будущих каких-то перемен хороших. Давайте достанем дополнительную карту. Да, это позволит вам выйти на новый уровень. О вас начнут говорить совсем по-другому, то есть ваша репутация изменится. И вот тот привычный уклад, да, тот привычный процесс, он поменяется, к которому вот вы привыкли. А для тех, кто своим делом занимается, восьмерка бубновая, замечательная возможность сегодня появляется решить какие-то сложные дела. Вообще восьмерка бубновая – это карта ответов на любые вопросы, решения любых проблем, это карта успеха. Или, может быть, знаете, готовьтесь, вас ждет какое-то значительное событие, которое повлияет на ваш бизнес, на ваше финансовое положение. Разрешится какая-то, может быть, трудная ситуация, может быть, придет, знаете, какая-то идея, мысль, озарение, либо люди какие-то появятся, да, которые вот будут прям решением к вашей проблеме, если у вас такая есть. Да, может быть, знаете, у вас сложное положение, и кто-то может вам помочь, да, вот именно в нужный момент появиться, как бы как спасти вас, да. Это человек, скорее всего, который имеет такие возможности. Да, который вас ценит, любит, который вам доверяет. То есть не переживайте, у вас день таких очень хороших перемен к успеху. Финансы для тех, кто на зарплате. Семерка бубновая. Карта говорит о том, что сегодня, может быть, приходит... Либо, знаете, приходит просто бумага, вот, в которой говорится, сколько вы заработаете, да, или, может быть, действительно здесь уже деньги приходят. Также карта говорит о том, что сегодня ваши доходы будут зависеть от других людей. Если, допустим, вы работаете в команде, да, то вот от суммы вашего вклада будет зависеть ваш личный доход. Или если вы работаете с клиентами, да, то вот сколько клиентов вы сможете привлечь или обслужить, вот от этого зависит ваша оплата. А для тех, кто своим делом зарабатывает, десятка трифовая, вот у вас действительно тут решается вопрос больших денег. Либо действительно человек придет, и это будет в будущем ваш компаньон, да, или сейчас, если у вас есть партнер, вот он предложит как-то возможность, он поможет вам решить какую-то финансовую сложность. Может быть, это деньги банка, деньги государственные, да, в общем, в любом случае тут какие-то большие деньги и возможность их получить. Давайте уточним, что имеется в виду. Да, действительно, была какая-то возможность, которую вы не видели, и вот она сегодня проявится. Вы сможете действительно изменить свое финансовое положение, сможете очень даже хорошо заработать столько денег, сколько нужно для того, чтобы, вот, допустим, целую семью там прокормить, обеспечить отдых, там, уход здоровья и так далее. То есть, ну, достаточно хороший доход. Что в конце дня у нас? В конце дня у нас дама трифовая.
Карта говорит о том, что, может быть, в течение сегодняшнего дня мы поймем, что среди нас, в нашем окружении есть люди, которые, может быть, нас обманывают или которые нами манипулируют. То есть будет такое некоторое разочарование, с одной стороны, да, то, что это все произошло, с другой стороны, будет, знаете, такая мудрость какая-то приобретется, да, мы уже будем понимать, на что обращать внимание, да, когда мы с людьми общаемся, особенно знакомимся, когда, да, вот что в людях такое показывает, да, что они с нами не искренние. То есть вот у нас как бы мудрость такая появится, и мы будем этому рады, в принципе. А также карта говорит о том, что из-за того, что какие-то непредсказуемые события сегодня произойдут за день, да, мы будем как бы это переваривать, стараться осознать вот эту информацию. Тут немножечко такая будет перестройка нашего мира, да, вечером происходить. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.